Так, всем привет. Ну что, сегодня попробуем сделать цанговый съемник для сёдел клапанов. Компоненты я почти все раздобыл для этого действия. Так, эти компоненты у меня тут тоже есть, небольшие заготовочки. Ну, попробуем воссоздать сие чудо. Попробуем воссоздать. Я уже иду в чистовую, делаю поясок под седло, ну и буртик фиксирующий, который будет фиксировать само седло. Так, думаю, достаточно. Седло должно плотненько заходить. И фиксироваться на пояске. А это удерживающий бурт. Да, должно быть надежно. Так. Идем дальше. Так. Режем головку на 32, чтобы сделать цангу для впускных клапанов побольше, которые осталось маленечко довести. Так что уже почти все готово. Буртик готов. А выхлопные уже готовы. Вот. Головка на 27. Так, будем точить. Делаем втулочку под выхлопные клапана. Переходничочек будет в гайку вставляться, в нее болтик уже, за который будет все это дело вырисовываться. Как-то так. Так, ну вот уже почти все готово. Головки я сделал болгаркой надрезы. Теперь более похоже на цангу. Так, тут вот проточил, обычные гайки идут, если 27, то 27, но внутри идет футорка, и в нее вставляется уже болт. И тут сделал хитрый фиксирующий поясок, ну, чтобы он не проворачивался, а болт он вытаскивается. То есть можно менять цангу, ну, если будет другой диаметр клапана, а это все остается прежним. Вот фиксирующий выступ, чтобы он не прокручивался.
Ну, здесь вот на 32 сделано так же. Вот гайка. Сделал, проточил футорку. Болт также вставляется и фиксируется от проворота. Там я закерню, чтобы он не крутился. Так, осталось вот сваркой сделать конуса на гайках. Тут вот надо наварить, чтобы когда гайка входила в головку, цангу распирала. Ну и она фиксировала седло клапана. Будем варить. Так, вроде бы все готово. Гайку под конус я обварил, я обточил. Дистанционная втулочка. Все готово. Это упоры. 2 упора и поперечные пластины. Сейчас будем пробовать. У нас есть подопытная головка. Спасибо моему другу от УАЗика. Будем пробовать извлекать седла клапанов. Так, вот она, собственно, головка. Ну, это от УАЗика старого карбюраторного. Ничего особенного. Так, начинаем. Вот седло. Во-первых, надо выбрать паску изнутри, чтобы съемник зацепился, вошел в зацеп седлом. Но вот самое простое, что я нашел, это вот у меня пневматическая бормашинка с круглым вот наконечником. Но это по металлу. Но пойдет, наверное, от дремеля по пластику и алюминию, потому что алюминий-то он мягкий. Там ничего такого нету. Ну, в общем, как раз вот это... Там сколько, миллиметр или 1,5. Этого нормально, чтобы съемник захватился. Так, теперь по цанге. Я забыл дистанционную втулку. Вот идет конусная гайка, потом на нее одевается дистанционная втулка, и только потом цанга. Она нужна, чтобы усилие передавалось сюда, то есть седло вытягивалось. Если ее не будет, вот эту гайку можно протащить через всю цангу, но только лопнет, толка нету. Она именно должна вытаскивать. То есть она немножечко подошла к ней, расперла, цанга встала на место, зафиксировала седло, и дальше идет только подъем. Но вот это надо выбирать экспериментальным путем. Я вычислил, за пару заходов подрезал. Ну а так все то же самое. Сейчас попробуем. Так, вот уже все установлено. Упоры, поперечины. Цанга уже зафиксирована в седле. Осталось ее извлечь каким-то образом. Удобно одновременно снимать и крутить. Так, ну вот видно, что она поднимается. Сошла с места. Ну как бы вот он. Ну, в общем, и так еще несколько раз.
Пока все седла не поменяем.